Культурный вечер в кругу земляков. В Москве показали спектакль, в котором воплощен образ педагога и основателя национальной письменности Ивана Яковлева. К юбилею просветителя свои гастроли приурочил Чувашский драматический театр имени Константина Иванова. Легендарная история о рождении бессмертной поэмы увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. В Московском драматическом театре имени Пушкина свободные места можно было пересчитать по пальцам. Спектакли из Чувашии в столицу приезжают не так часто. И вот долгожданная встреча. В труппе драматического театра Пушкина известные актеры Виктория Исакова, Вера Алентова, Александра Урсуляк, Анастасия Панина. И вот теперь здесь спектакли из Чувашии с двухдневными гастролями в Москве. В фойе Московского театра национальный колорит. Земляков встречали модели в чувашских платьях. И сразу погружение в историю республики. Каким был Иван Яковлев, как обучал педагогов, приобщал к грамоте и создавал письменность. Об этом и многом другом рассказывает выставка «Человек, опередивший время». Стенды с интересными фактами о жизни просветителя, его трудами и уникальными снимками в столицу привезли в рамках юбилейного марафона. Оргкомитет возглавляет депутат Госдумы Анатолий Аксаков. 175-летие основателя Симбирской школы отмечают широко. Это культурный обмен. И мы обогащаемся. Те сотрудники театров, музеев, архивов, которые выезжают на площадке для проведения мероприятий в Москву, они обогащаются. Это и обмен опытом. И, безусловно, мы несем свой опыт, свои наработки для ученых, для культурных деятелей Москвы. Кроме того, мы сегодня провели совместное мероприятие, где собрались научные работники архивов, музеев, библиотек в Государственной библиотеке России, Государственной исторической библиотеке России. Чувашский язык, на котором говорят герои спектакля, в зале понятен многим и без синхронного перевода. Глава региона отметил, что этому были посвящены заветы просветителя – чтить свои традиции. Так и в судьбе классика литературы, поэта Константина Иванова, именно Иван Яковлев сыграл особую роль. Я позволю, с вашего разрешения, прям процитировать Ивана Яковлевича Яковлева, который про это и сказал, первый раз прочитав произведение «Нарспей». Это начало чувашской художественной литературы. Пусть все узнают о жизни прекрасной Нарспей. Кто думает, что убог чувашский язык, пусть читает Нарспей. Иван Яковлевич Яковлев был человеком, который на самом деле сделал фундаментальнейшую вещь. И я уверен, о многом, о том, чем мы сегодня гордимся, он, наверное, даже и думать не мог и не думал. У Ивана Яковлева было немало достойных учеников. А что было бы, если бы в Симбирске не открылась учительская гимназия, где и создавалась поэма «Нарспия»? Та эпоха подарила современникам уникальное наследие. Конечно, важно то, что он создал более 400 школ. Конечно, важно то, что он продолжил христианизацию, то, что он переводил богословскую литературу, перевел Библию, Евангелие и, безусловно, тот самый современный чувашский алфавит. На спектакль пригласили именитых земляков. В зрительном зале и генеральный директор машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Владимир Сорокин и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Для меня наследие Ивана Яковлева прежде всего это родная Чувашия. Поэтому, особенно находясь последние годы немножко вдали от республики, любое упоминание о республике, а когда это звучит еще и по случаю юбилея Яковлева, конечно, это дорогого стоит, поскольку любая весточка о родной земле – это всегда очень здорово. Благодаря юбилейному марафону наследие просветителя и его заветы зазвучали по-новому. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика из Москвы.